Дорогой папочка, Хрущев хочет вызвать тебя на заседание президиума ЦК. Я чувствовал, что-то готовится. На этих кадрах фильма «Маршал Жуков» режиссера Алексея Мурадова. Утро 26 октября 1957 года. В этот день карьера великого полководца, министра обороны, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова пошла под откос. Георгий Константинович, объясните членам президиума, почему тайно создали специальные формирования особых войск с целью захвата власти? По официальной версии, поводом для отставки и многолетней опалы маршала Победы стал доклад в ЦК КПСС одного из самых высокопоставленных подчиненных Жукова, заместителя начальника ГРУ, генерал-полковника Хаджи Умара Мамсурова. Этот факт лег черным пятном на репутацию Героя Советского Союза и затмил все достижения военного разведчика. Однако так ли было на самом деле? Хаджи Умар Мамсуров был студентом Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве. Но в 1923 году его вызвали в Главное политуправление Красной Армии и направили в распоряжение Совета Северо-Кавказского фронта. Хаджи попросил отпуск навестить семью. В родном селе он узнал, к ним на праздник горских народов едет всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, и крупная банда белоказаков планирует совершить на него покушение. По горским обычаям позволить напасть на гостей в собственном доме значит покрыть себя позором. Хаджи быстро собрал 2 десятка удальцов, но силы были неравны. Однако Мамсуров нашел удачное место для засады. Ударили во фланг со свистом и гиканьем, словно их была сотня. После короткой и жесткой кавалерийской сшибки бандиты бросились на утек. Хаджи был ранен в бедро, и Калинин забрал отважного горца в Москву лечиться в столичной клинике. Так начался его путь в военную элиту страны. В 60-х на чистых прудах нередко можно было встретить немолодого мужчину. Он гулял рано утром и время от времени прикладывал руку к груди под пиджаком, словно у него болело сердце. Мне кажется, у прадедушки на самом деле было очень много внутренних конфликтов внутри себя. Вот эта вечная борьба за то, что вот правильно и неправильно. И мне кажется, он о многом переживал. Он всегда смотрел спокойно, немного с вызовом. И хотя порой в нем бушевали эмоции, никто не мог угадать этого. Однако события октября 1957 года будто раздавили Хаджи Умара. После этого у него случился инфаркт. Это был очень верный и преданный коммунист, очень верный и преданный своей стране человек. Что же случилось в октябре 1957 года? В этой сцене из фильма «Маршал Жуков» режиссера Алексея Мурадова скандал в Кремле в самом разгаре. Почему же вы не доложили ЦК о создании специальной дивизии? А зачем? Я что, должен бегать в Кремль или на Старую площадь по каждому вопросу? Потом это обычное дело для армейской жизни. Повышение боеспособности, не более. А мы имеем, подвинься, другие данные. Ведь их же обучали, тренировали в Москве, так? У нас есть сведения, что они хорошо ориентируются внутри Кремля. Подразделения специального назначения стали создаваться в Советском Союзе 24 октября 1950 года. Их основной задачей было уничтожение оперативно-тактических средств ядерного нападения противника, которые имелись в арсенале стран НАТО. Спецназовцы также могли привлекаться для диверсий и разведки. Было оперативно создано 46 рот, в которых служила настоящая элита – солдаты и офицеры, имевшие фронтовой опыт. Однако после масштабного сокращения армии, начавшегося в 1953 году, таких рот осталось всего 17. В 1955-м
Едва заняв пост министра обороны, Георгий Жуков решил изменить ситуацию. Маршал Жуков был человеком, который следил за тем, что происходит в мире. И он увидел, что создаются сильные силы специального назначения. И он понял, что нужно сделать то же самое в Советском Союзе. Он решил стянуть их в кулак, подготовить, потому что каждую роту отдельно невозможно было подготовить. И создавал центр соответствующий. Предполагалось, что в этом центре, он стал называться Центральной разведывательной школой, будут обучаться до 3000 человек. Курсанты получали хорошую стипендию, сравнимую со средней зарплатой инженера. Начальником школы был назначен Хаджи Умар Мамсуров. Его авторитет в этой сфере деятельности был неоспорим. Для Мамсурова создание подобного центра обучения стало венцом многолетних усилий. На этих кадрах фильма «Берега» режиссеров Гига Лорд Кипанидзе и Гизо Габескирия главный герой картины, как когда-то Хаджи Умар Мамсуров, вступает в перестрелку с белогвардейцами, защищая свою семью и товарищей революционеров. Уходи, Дата. Это мое дело. Мое тоже. Ты мой гость. Про Хаджи Умара говорили, родился в седле с оружием в руках. Впрочем, так можно было сказать про всех мужчин рода. В селе в Северной Осетии на центральной площади до сих пор возвышается наблюдательная фамильная башня Мамсуровых. Здесь и дежурили отец Хаджи Умара с братьями, охраняя свою семью от разбойников, воровавших скот. Наблюдательные башни были по всему ущелью на разворотах. Одна башня видит другую на повороте ущелья. Если враг подойдет к ущелью близко, то крайняя башня зажигает костер наверху башни. И этот костер передается к следующей башне. В те годы царское правительство переселяло горцев на равнины, где было больше посевных площадей. Мамсуровы перебрались в Ольгинское. Однако выбраться из нужды семье крестьянина-бедняка не получалось. Близкие Хаджи Умара мечтали о более справедливом устройстве мира, где у каждого было бы больше возможностей, сочувствовали революционным идеям. Это братья отца Дзиба и Саханджери. Дзиба был арестован и умер в Сибири, в ссылке. А Саханджери потом опекал своего племянника. Саханджери давал поручение нести записку тому или иному революционеру, информацию. Он ему объяснял, что ты выполняешь важное задание. По просьбе дяди Хаджи Умар охранял дом, где проходили тайные встречи революционеров. На них появлялись знаменитые в будущем государственные и партийные деятели Серго Орджоникидзе и Сергей Киров. Маленький Хаджи Умар, ему было где-то 13-14 лет, охранял. Вдруг кто-то посторонний появится на улице. Мальчика захватила идея борьбы за всеобщее равенство. Он считал свою миссию необыкновенно важной, а людей, которые борются против царизма, героями, и готов был ради них на все. Однажды 13-летний Хаджи Умар сопровождал своего дядю, когда тот направлялся во Владикавказ на встречу с товарищами. Внезапно на революционера напали неизвестные. У Хаджи Умара в кармане был пистолет. Настоящий военный пистолет. И он вступил в перестрелку в городе Владикавказе с нападающими на его дядю, на Саханджери. И они убежали, конечно. Они не думали, что мальчик будет стрелять. В 1918 году 15-летний Хаджи изменил в документах дату рождения. Приписал себе 2 года, чтобы вступить в красногвардейский отряд. Затем в Горский кавалерийский эскадрон 11-й армии. Боролся против белоказачьих банд, участвовал в боях за Владикавказ. Мне кажется, им двигала вот эта идеология, вот этот, скажем, такой романтизм по-своему, то, что вот он сможет сделать что-то, что изменит, да, может быть, ход событий, не только он, а вообще люди в целом, да, вот военные. Однако в этот момент его собственная жизнь повисла на волоске. Хаджи Умар заболел тифом, и после внезапного отступления 11-й армии оказался в занятом белогвардейцами Владикавказе.
Зимой 1919 года они на окраинах Владикавказа расстреляли 17 тысяч больных и раненых красноармейцев. Мамсурова, который был совершенно обессилен, укрыл незнакомый крестьянин. Такая сильная, мне кажется, от него шла энергетика, что люди уже как-то чувствовали вот это на расстоянии. И мне кажется, многие уже к тому моменту, он уже заработал определенный авторитет, и люди начали на него по-своему равняться. С апреля 1919 года Мамсуров стал разведчиком и связным партизанских отрядов, действовавших в районе Владикавказа и Грозного. Отличился в лихих налетах на подразделения и штабы белых, а также в боях за Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск и Невинномысск. В 1920-м, после возвращения регулярных войск красных на Северный Кавказ, стал сотрудником Терской чрезвычайной комиссии. В составе ее опергрупп участвовал во многих спецоперациях по ликвидации уцелевших белогвардейских отрядов. Он знал и чеченский, и ингушский язык, и черкесский. Мы объединяем под этим и кабардинцев, и черкесов, и адыгов, не говоря уже об осетинском, русском. И забегая вперед, скажу, что, видимо, это потом сказалось на его деятельности, судьбе разведчика. С разведкой Хаджи Умар связал свою судьбу, когда предотвратил нападение на всесоюзного старосту Михаила Ивановича Калинина. Калинин представил его Берзину, начальнику разведуправления Красной Армии. Вот этот факт сыграл свою роль, когда он непонятно откуда узнал, что там готовится засада. То есть это человек, который всегда был начеку. С тех пор Мамсуров постоянно учился и параллельно командовал самыми разными подразделениями, от кавалерийского эскадрона до разведдивизиона. Все эти годы его главной задачей оставалась борьба с контрреволюционным подпольем. Кавказ – регион, напичканный оружием и населенный людьми, которые великолепно умеют с этим оружием обращаться. Мамсуров был так знаменит, что на его жизнь несколько раз покушались, но Хаджи Умару везло. Однако он едва не угодил под маховик репрессий. Все началось после того, как в результате покушения погиб знаменитый революционер Киров. Мамсуров еще мальчишкой охранял его, когда тот встречался с его дядей. Смерть политика стала поводом для арестов и ссылок социально чуждых элементов, интеллигенции, бывших дворян, генералов и старых подпольщиков, в том числе Саханджири Мамсурова. Позже он будет расстрелян. А тогда Хаджи Умар обнаружил, что и за ним следят. Спас его начальник внешней разведки, перевел в свое управление и отправил за границу. В 1936 году в Испании началась гражданская война между республиканцами и националистами. Действующая власть боролась с мятежным генералом Франко, который был союзником Гитлера и Муссолини. Советский Союз оказывал законному правительству Испании помощь в борьбе с мятежниками, направляя оружие, продовольствие, медикаменты. В качестве военного советника в Мадрид вылетел и майор Хаджи Умар Мамсуров. Как инструктору специальной работы по линии отделения А, которая ведала активной разведкой, Мамсурову подчинялись специалисты особого профиля. Артур Спрогис, Старинов Илья Григорьевич, лучший подрывник был. Остряков, первый чемпион Советского Союза по парашютному спорту. Понимаете, какие фигуры были? То есть люди были все незаурядные. Каждый из них обладал какими-то специфическими знаниями. Нужно было этих всех людей организовать, вдохновить своим примером. Хаджи Умар Мамсуров действовал в Испании под псевдонимом полковник Ксантий. Все считали его македонцем. Возглавив один из отрядов, предотвратил прорыв танковой колонны франкистов на окраины Мадрида. В результате этого боя было уничтожено 13 легких танков франкистов. Конечно же, об этом геройском подвиге небольшого отряда, который возглавлял советник Ксанти, моментально разнеслась не только по Мадриду, но и по всем фронтам республиканской армии. Все услышали это имя – Ксанти.
Ксанти обучил партизан использовать бутылки с зажигательной смесью. В Испании они применялись впервые. С их помощью уничтожались не только танки. Он уничтожал самолеты на военных аэродромах, уничтожал склады и проводил другие операции. Но самое главное, что он еще и подготавливал для диверсий малообученных республиканцев. Это были люди, простые крестьяне. Они никогда не держали в руках оружие, не говоря уже о том, чтобы совершать какие-то диверсии. Хаджи Умар вернулся в Советский Союз в октябре 1937 года. Главным итогом командировки стал бесценный опыт. Даже несколько специально подготовленных людей – могучая сила. А если они имеют возможность привлекать под свои знамена и обучать новобранцев, то становятся практически непобедимыми. За то, что под Мадридом осенью 1936 года произошло, первую награду как раз и получил среди первого состава Мамсуров орден Ленина. Это была высшая награда Советского Союза. За действия его созданных ими отрядов в 1937 году он был награжден орденом Красного Знамени. В Москву полковник Мамсуров вернулся не один. В его группе работала переводчиком Паулина Абрамсон, которая для всех была Линой Аргенти. Ее родители-то выходцы из Одессы. Они просто когда-то эмигрировали в начале 20 века, по политическим убеждениям выехали в Аргентину, а затем вернулись в Советский Союз. И они вместе со своей сестрой по линии Коминтерна оказались в качестве переводчиков при военных советниках Красной Армии в Испании. Лина влюбилась в своего командира с первого взгляда. Но он не отвечал взаимностью. Дома ждали жена и дочь. Свою Чабахан Хаджи Умар когда-то отбил у двоюродного брата. Так его пленила студентка медицинского университета, красавица с длинной косой. Ее родители были против брака. Зачем тебе калека? Она такого же найдет, как сама, и она будет счастлива. А если потом между вами что-то произойдет, и ты, мол, ее бросишь или что-то, тебе, говорит, ее не жалко будет? Бабушка ему вот такие слова задает. У Чабахан не действовала одна рука. И все же Хаджи Умар был так очарован красотой девушки, что похитил ее. И прямо в ЗАГС ее отвезли. Орала, кричала, ну и что? Все на работе в это время. Никого нет. С тех пор другие женщины словно перестали существовать для Хаджи Умара. И на свою переводчицу, которая помогала ему в Испании, красавицу Паулину, Мамсуров тоже не обращал внимания, пока не оказался на грани жизни и смерти. Во время диверсии на аэродроме под Гвадалахарой, значит, группа якобы вернулась, а полковника Ксанти с ними не было, и пришедшие республиканцы сказали, что он погиб. Паулина не хотела этому верить. Через фронт под обстрелом девушка пробралась в тыл к франкистам и нашла Мамсурова невдалеке от места боя, на обочине дороги, без сознания. Он был контужен, ранен в ногу и истекал кровью. И она его, что называется, на себе таскала и спасла жизнь. Как детально было, это никому не известно. Ну а то, что жизнь за нас спасла ему, это факт. Паулина. Моя прабабушка не была двухметровым гигантом, не была силачом. Она просто была, скажем, обычной женщиной типичного телосложения. У нее не было каких-то таких явных, скажем, героических характеристик, но, мне кажется, просто ей двигало вот это желание ему помочь, и, может быть, она чувствовала в нем тоже родную душу. Мамсуров оказался в непростой ситуации. Он был обязан жизнью женщине. К тому же Паулина настояла на необходимости сопровождать командира в диверсионных рейдах. Она была очень отчаянной девушкой, смелой, а Хаджи Умар Мамсуров был из тех людей, который очень высоко ценил в человеке такие качества, как храбрость, смелость, скромность. Хаджи Умар и не заметил, как благодарность и восхищение отвагой своей боевой подруги переросло в любовь. В новом браке у Мамсурова
родились две дочери. Паулина и Хаджи Умар были неразлучны до конца дней. Именно жена, боевая подруга, стала тем человеком, с которым знаменитый разведчик мог поделиться самым сокровенным. Он был молчаливым, но у него были такие моменты, вот бабушка рассказывала, когда какое-то как озарение, то есть он резко начинал что-то рассказывать, там так задумчиво, анализируя всякие разные моменты. В 1957 году, когда в результате обвинений в заговоре был снят с поста министра обороны Жуков и закрыта центральная разведшкола, у Хаджи Умара с Паулиной состоялся разговор. Мамсуров говорил про кино. Паулина понимала, если ее скрытный муж завел такую иносказательную беседу, значит, все очень серьезно. В тот момент советские люди считали, любые диверсанты, которые осмелятся проникнуть на территорию нашей страны, будут героически обезврежены, как в картине «Опасные тропы». Между тем угроза приняла иные формы. И Мамсуров, тогда уже заместитель начальника главного разведуправления Генштаба, знал об этом лучше других. Появилось ракетно-ядерное оружие. 15-20 минут готовности могли нанести ядерный удар. И министром обороны Жуковым принимается решение, что для этого нужно усилить комплект разведки именно в армейском и в звене военный округ. Инициатором создания подобных разведгрупп был именно Мамсуров. Он знал об их эффективности еще со времен советско-финской кампании 1939-40 годов. Нужно было организовать вскрытие укреплений, созданных финнами, как перемещаются коммуникации, а при возможности эти коммуникации нарушать. Для этого в полосе действий 9-й армии сформировали особый лыжный отряд, преимущественно из студентов Ленинградского института физкультуры. Сам Мамсуров, никогда в жизни не видевший лыжи, стал командиром этой бригады, быстро освоился и не отставал от своих подчиненных. Это же удивительно. Он не сказал: «Я никогда не ходил на лыжах, я не знаю, что это такое». Он освоил и пошел впереди. В январе 1940 года в ходе рейда в районе Кухмониеми и Соткамо вместе со своими бойцами Мамсуров за 5 суток преодолел около 200 километров. Стоял 45-градусный мороз. Но отряд сумел отыскать скрытые глубоко под снегом и землей кабельные каналы, заложил в них взрывчатку и уничтожил линию связи между группами войск противника. А они за 2 суток успевали преодолевать, проходить по тылам от 40 до 70 километров. А что такое взорвать мостик на незамерзающей при 40-градусном морозе реке? Это значит остановить движение большой колонны армии противника. Благодаря подрыву коммуникаций удалось предотвратить переброску войск финской армии к Карельскому перешейку. Более того, лыжный отряд Мамсурова уничтожил несколько зенитных батарей, что позволило советской авиации наносить удары в глубоком тылу противника. Диверсанты действовали необыкновенно слаженно. Война – это своего рода жизнь. И с этими людьми ты делишь все – кровь, воду, еду, все, понимаешь? И с этими людьми ты разделяешь такие иногда вот какие-то откровенные моменты. Радость от успехов для Мамсурова омрачалась неоправданно высокими потерями личного состава, в которых он винил кое-кого из вышестоящих командиров. В апреле 1940 года на совещании по итогам Советско-финской войны Сталин, обращаясь к командирам, спросил: «Скажите, а вам кто-нибудь мешал командовать?» Вопрос этот возник не случайно. Многим из присутствующих было что сказать, однако все молчали. И вдруг полковник Мамсуров отчетливо произнес: «Да, товарищ Сталин, мешали». В этот момент Хаджи Умар сознавал, что нажил себе весьма влиятельного врага. Однако не стал молчать о том, как потерял людей из-за действий политработников. Начальник политуправления РККА, армейский комиссар первого ранга Лев Мехлис и некоторые его подчиненные позволяли себе вмешиваться в командование полками и дивизиями.
В перерыве к Мамсурову подошел один из командиров, соратник еще по Испании, и тихо спросил: «Ксанти, ты дурной или бессмертный?» Казалось, судьба Мамсурова повисла на волоске. Однако его смелое выступление произвело впечатление. К тому же Хаджи Умар высказал весьма дельное предложение – создать спецотряды для выполнения задач дальней разведки, которые будут готовы к войне в мирное время. В итоге Мамсуров пошел на повышение, стал начальником 5-го отдела разведуправления Красной Армии и был направлен на курсы высшего командного состава в военную академию имени Фрунзе. Не успел он закончить учебу, как началась война. 25 июня 1941 года Мамсуров в качестве офицера по особым поручениям вместе с маршалом Ворошиловым в лесу под Могилевом в штабе Западного фронта обсуждал организацию партизанских формирований. Секретарь Компартии Беларуси Пономаренко высказал такую мысль, что мы готовы, мы горим желанием организовать борьбу в тылу немецко-фашистских захватчиков. Но у нас нет ни специалистов, мы не знаем, что делать. И вот тут находящиеся при нем 3 офицера Красной Армии, Мамсуров, Туманян и Троян, оказались как раз к месту. Уже буквально через 1-2 дня первые организаторы партизанских отрядов стали убывать за линию фронта. Уже 29 июня 1941 года Хаджи Умар Мамсуров направил на выполнение боевых задач в тыл противника первую группу, около 300 человек. Затем в июле и в августе он занимался организацией партизанских подразделений на Северном и Северо-Западном фронтах. Когда немецкие танковые колонны устремились к Ленинграду, на одной из учебных баз, где формировалась 311-я стрелковая дивизия, Мамсуров после внезапной бомбежки оказался старшим по званию. В районе Чудова немцы прорвались, а там 311-я стрелковая дивизия только выгружается из эшелонов. Дивизия, в общем-то, в считанные часы из 14 тысяч превращается в менее чем 1 тысяча. Вот эти остатки дивизии и те, кто обучались и готовились к отправке за линию фронта, возглавляет Мамсуров. Хаджи Умару пришлось организовывать оборону на новом рубеже и руководить тяжелыми оборонительными боями соединения. 24 августа 1941 года в боях под Чудовым новоиспеченный комдив был тяжело ранен осколками снаряда, сразу в обе ноги, и направлен на лечение в московский госпиталь. После выписки в ноябре его назначили начальником разведки Московского резервного фронта. Враг приближался к столице. Из отдела Мамсурова сформировали оперативную группу с особым заданием. Мы же из истории слышали и знаем о подвигах диверсантов и партизан в Подмосковье. Откуда появилась войсковая часть 9903? Откуда мы знаем о героических подвигах Зои Космодемьянской? Вот это и были те люди. Из ничего делали. Ведь это все нужно было где-то организовать. Нужно было размещать людей. То есть нагрузка ложилась на руководителя, конечно же, колоссальная такого подразделения. Едва врага отбросили от стен столицы, как Хаджи Умара направили на Южный фронт. Он возглавил Южный штаб партизанского движения. 1942 год. Самая сложная ситуация мы знаем где? На юге. Это Северный Кавказ, включая Крым, включая Поволжье. Вот это все Южный фронт. То есть Южный штаб партизанского движения. В немалой степени благодаря деятельности Мамсурова разрозненные партизанские отряды и группы превратились в мощную силу, ячейки единой сети. С ними была установлена связь, они получали поддержку с большой земли и выполняли задачи ставки. Партизаны стали базой не только для борьбы, но и ведения разведки на оккупированной территории. Через 3 месяца Хаджи Умар Мамсуров был отозван с Южного фронта в Москву на должность помощника начальника Центрального штаба партизанского движения. Фактически он руководил всей партизанской разведкой. В марте 1943 года
Мамсурова назначили командиром 2-й гвардейской крымской кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. Кавказский темперамент Мамсурова порой давал о себе знать самым неожиданным образом. Его дивизия ждала эшелона для отправки на фронт, но начальник железной дороги отказывался выделить состав. Вел себя при этом весьма заносчиво, в какой-то момент, давая понять, что разговор окончен, встал и повернулся к Мамсурову спиной. На Кавказе это высшее проявление неуважения. Хаджи Умар, не раздумывая, схватился за шашку и, выхватив ее из ножен, отрубил обидчику кусок уха. За такое он мог угодить под суд, но дивизию ждали на фронте, так что скандал быстро замяли. Эшелон Мамсуров получил. Вместе со своей дивизией Хаджи Умар прошел пол-Европы. В ходе Берлинской операции умелыми действиями в тылу противника нанес ему большой урон. В районе города Торгау пленил гарнизон численностью 16 тысяч человек, а также освободил узников 2 концлагерей. За что 20 мая 1945 года Мамсурову было присвоено звание Героя Советского Союза. А 24 июня во главе батальона сводного полка 1-го Украинского фронта Хаджи Умар чеканил шаг на параде Победы. После окончания войны, конечно же, такие военачальники не должны были остаться вне армии. И он поступает в военную академию Генерального штаба, которую заканчивает в 1948 году. Получает назначение в Прикарпатский военный округ. Снова повоевать Хаджи Умару пришлось осенью 1956-го, когда в Венгрии вспыхнул военный мятеж, и в страну были введены советские войска. Тогда уже генерал-лейтенант Мамсуров командовал 38-й общевойсковой армией. Его подчиненным вместе с частями 8-й армии удалось разоружить 5 венгерских дивизий и 5 отдельных полков, то есть около 25 тысяч военнослужащих. Несмотря на эти успехи, генерал не испытывал удовлетворения. Он видел западное оружие, которое было завезено в Венгрию для восставших. Но понимал, Запад воспользовался в своих интересах положением простых людей, которое и в самом деле было отчаянным из-за жесткости местных властей. Происходит его разочарование, скажем, во власти, в том, что он думал, что вот будет мирное время и все наладится. И вот у него тогда, мне кажется, происходят первые инфаркты. Это же было под видом, как сегодня говорят, разные цветные революции. И шла вот такая война, где не было явного, откровенного противника, потому что он прятался за спиной мирных жителей. И тогда генерал Мамсуров предложил послу Советского Союза в Венгрии Юрию Андропову организовать коридоры и по ним выпустить вот этих мятежников. Андропов поддержал эту идею, так что несколько тысяч непримиримых оппонентов власти смогли отправиться за железный занавес. Чтобы для восставших была бы открыта австрийско-венгерская граница, чтобы эти люди не попали бы под пули, а могли бы нормально за какой-то период времени эмигрировать из страны. В 1957 году Мамсуров был назначен заместителем начальника главного разведуправления СССР и возглавил Центр специального назначения. Это стало большим событием в жизни Хаджи Умара. Наконец-то воплотится в жизнь идея, которую он предлагал еще после Советско-финской войны, и в армии появится спецназ, способный решать особые задачи. Все рухнуло внезапно. Назначение Мамсурова должен был утвердить Центральный комитет Компартии. Но маршал Жуков совершил непростительную ошибку. Бумагу не написал в ЦК. Забыл, что у нас бумажно-бюрократическая страна. Поставил Мамсурова во главе этого дела. И тот, как я понимаю, на докладе в административном отделе ЦК спросил, почему до сих пор нет решения. В этот момент советский лидер Никита Хрущев панически опасался, что в СССР возобладают те же тенденции, что в Америке или Франции.
В США президентом стал генерал Эйзенхауэр, герой войны. Другой генерал де Голь после освобождения Франции возглавил ее правительство. Затем был в оппозиции к власти. Но любовь простых граждан к нему была так велика, что в 1959 году его изберут главой республики. Так что всенародный любимец маршал Победы Жуков представлялся Хрущеву крайне опасным конкурентом. Надо же какие-то Жукову предъявить обвинения конкретно. А обвинить-то его не в чем. И тогда придумали, ага, он хочет стянуть в Москву спецназ, создать некий центр для того, чтобы захватить Кремль. Все это безумие было полное, Мамсуров здесь совершенно ни при чем. Все это было придумано на ходу, использовано только для того, чтобы свергнуть Жукова. Никакого отношения к реальности это и не имело. Хаджи Умар был ошеломлен, когда на пленуме ЦК КПСС в октябре 1957 года главный идеолог партии Михаил Суслов заявил: «Недавно президиум ЦК узнал о том, что товарищ Жуков без ведома ЦК принял решение организовать школу диверсантов в 2 с лишним тысячи слушателей. О ее организации должны были знать только 3 человека: Жуков, начальник генштаба Сергей Штеменко и генерал Мамсуров, который был назначен начальником этой школы. Но Хаджи Умар, как коммунист, счел своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра». Это была неправда. Мамсуров не совершал тех действий, которые ему приписывали. Однако правда уже никого не интересовала. И Хаджи Умар, которого использовали в политических интригах, пережил крушение всех своих идеалов. Когда вы практически с юношеских лет, там, да, вот с юношеской скамьи, с 15 лет, видите постоянно смерть, постоянную борьбу, и хочется верить, что где-то в конце будет этот яркий свет, что вот все, что ты делаешь, оно не просто так, оно имеет какой-то смысл. Георгий Жуков был отправлен в отставку с поста министра обороны, выведен из состава ЦК КПСС. Генерал Штеменко снят с должности начальника генерального штаба. Центральная разведывательная школа была расформирована. Ее удалось восстановить лишь годы спустя. Для Хаджи Умара, как для истинного горца, самым страшным грехом было предательство. Мамсуров никого не предавал, но именно в этом его обвиняли до конца дней и даже после смерти. Генерал мучительно переживал случившееся. Хаджи Умар Мамсуров не перенес 4-го инфаркта. Похоронили Хаджи Умара Мамсурова в Москве на Новодевичьем кладбище. Он отдал военной и разведслужбе полвека и стал легендой. Значительная часть его жизни до сих пор остается под грифом «секретно».